Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас сердечно благодарю за вашу активность и за вашу помощь в развитии моего канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, какая ваша роль в его жизни. Если тема интересна, пожалуйста, настраивайтесь, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза и задайте ему этот вопрос. Мой милый дорогой, какова моя роль в твоей жизни, в твоей судьбе? Я думаю, что все уже настроились, все уже мужичков своих загадали. Давайте посмотрим, что нам расскажут и что нам покажут высшие силы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Да, интересная ситуация. Между вами какие-то бесконечные качели. У кого-то качели эмоциональные, то вы сближаетесь, то вы разбегаетесь, а у кого-то вот прям таки да. Тут, знаете, как задействовано что-то. Интересно. Вот не дается счастье вместе, не дается. Еще раз говорю, да, у кого-то люди очень сложные, да, вы оба сложные, вам сложно как-то приспособиться, приноровиться, каждый там свое пытается протолкнуть, а у кого-то здесь действительно стоят блоки. Блоки либо по судьбе, либо от людей, да, могут мешать специально, нагнетать, разрушать, вот эти, подпиливать каждый раз. Вы только сошлись, только начинаете вместе жить, и тут какая-нибудь зараза думает, ах, не бывать, да, и идет и начинает подпиливать ваши отношения. Ну, давайте разбираться. Так, тема у нас заявлена одна, но я так вижу, что тут много всего интересного показали. Много. Ну что, давайте разберемся ситуация, когда люди сложные, оба сложные. Я про мужчину, на мужчину не буду тут ярлыки вешать, потому что вижу, что и вы, женщина, непростая. Вижу, что, конечно, вы боретесь и за счастье, и трезво мыслите, но у вас тоже пунктики есть. Вы иногда можете так палку перегнуть, что ему, бедненько, может, места мало на этой земле. Да, девочки. Смотрите, вот для тех, у кого эмоционально сложные отношения, здесь однозначно вы его учитель, вы его учите уму-разуму, да? Как только он начинает ересь какую-то делать, а вы ему так раз промеж рог, и он, опа, и сел на попку, сидит, чешется, да, больное место так почесывает и думает, о, надоет, может и правда я был неправ. То есть вы его какими-то жесткими методами учите. Может быть, в начале, в самом отношении вы как-то терпели, да, вы как-то думали, ой, ну не может же быть таким он дурачком, да. Может быть, там показалось, да, чур меня чур. А вот видите, как жизнь, она-то свое взяла. Теперь вот вы понимаете, что то, что он из себя строил, либо строит по сей день, ну, где-то вот процентов там всего лишь на 10 может быть реальностью. Все остальное это мыльный пузырь, который он вокруг себя постоянно раздувает. Он мужчина непростой. Ему очень нравится, когда его нахваливают. Может быть, когда он был ребенком, и ему не хватило внимания от мамы, может быть, семья многодетная, может быть, ну вот так сложилось, да, обделили его вниманием. Мама очень много работала, когда ей там ребенком заниматься. Вот. И он прям за вот этим вот вниманием аж трусится, бедненький, чтобы похвалили, да, по-шорски погладили, там, восхитились, уважали, да. Вы ведь не против. Вы готовы его уважать, но он должен давать вам повод для этого уважения. А повода-то нет. Наоборот,
Все наоборот складывается. Смотрите, вот вы сошлись, вы на него смотрели с обожанием. Прошло несколько, месяца, у кого-то лет, и вы вдруг отрезвели. Вот это опьянение прошло любовное, и вы стали понимать, что я живу с человеком, который, не то чтобы рядом не стоял, да, он где-то там далеко внизу находится. При этом он из себя строит. Вот. И да, вам это тоже очень не понравилось. Нет, у вас очень много мыслей, кстати, было по этому поводу. Но бросить вы его не бросили, потому что любите, потому что тянет к нему, потому что где-то на подкорочке вы понимаете, что он пропадет без вас, что он никому не нужный. Вот такой вот он жалкий. Жалкий, вот именно жалкий для вас идет. И тянете вы его, девочки. И что бы вы там себе не говорили, что ой, там все, развод, расход, зачем ты мне нужен, жизнь испортил, все равно вы его тянете. Понимаете? Он вам нужен, чтобы реализовать вашу эту кармическую задачу. Спасти эту заблудшую душу. По-другому тут и не скажешь. А душа реально заблудшая. Ой, какая заблудшая. Он-то мужик неплохой. И голова-то у него, в принципе-то, светлая. Вот задуренная гадостью всякой. И все. Понимаете, там порядок надо наводить. Там, понимаете, вот кроме вас никто не справится. Вот если вы вот этими резкими своими там словами, какими-то поступками вот эту ересь с него выбивать не будете, он пропадет. Он просто пропадет. Он это все понимает. И чем дольше вы вместе, тем, как, знаете, яснее ему становится. Но сопротивляется, да, он такой, он сопротивляется. А кто признает себя дурачком, да? Мало таких героев по жизни. Девчонки, учите ума-разума, поддерживайте его на плаву. Он человек, не какашка. Если бы не вы, уже бы давно сгинул, утонул бы, погрузился в пучину вот этих своих глупостей, которые в голове у него прям кишат, роят. Вот такой вот он человек. Хотите узнать причину, почему он такой дураковатый? Это его семья. Это мама, это папа, бабушки, там дед, кто его растил. Вот там, где он вырос, вот там причина. Вот 100%. Вот, кстати, да, иногда очень полезно задуматься о воспитании детей, вот, чтобы такого результата не было. И знаете, что я еще вижу? Вот пока вы его, как говорится, на ноги не поставите, уму-разуму не научите, у вас хоть отношения непростые, но они вот прям вечные идут, понимаете? Вот вы как в цепочке в одной, в связке с ним идете. Вы видите, вы как парой были, так парой и остаетесь. И никто не сможет ваши отношения порушить. Вот от слова совсем. Понимаете? Да, непросто, да, сложно, да, нервотрепка, да, переживания. Но тем не менее, девчонки, вы его таки спасете. Может быть, и много лет уйдет на это все, спасательную операцию, но вы таки своего добьетесь. Добьетесь и карму свою закроете. И большой, приз, подарок за это получите, награду получите. И мужичонка-то ваш, он вам очень благодарен будет, очень. Вот чем старше он будет становиться, тем больше вот он будет понимать, кто вы для него, кто вы в его жизни. Спасительница вы, понимаете, вот вы кто. Держитесь, девочки. Вижу, что нервы вам тратят, вижу, что вы уже прям на взводе кто-то. Держитесь. А у вас вот самый острый период ваших отношений, он уже позади. Сейчас кажется, что прям гром и молния летают, но это все уже, знаете, как театральная постановка. Дальше будет легче. Дальше. Я могу дать только совет тем, кто живет рядом с родителями, например, вашего супружника, либо там, друзьями близкими, не знаю, вот где-то с кем-то он общается, что его там все прям поддерживают, прям чуть ли не молятся. Говорю, ой, какой ты у нас, боже мой, ослепил своим присутствием. Девочки, забирайте его подальше. Чем дальше он будет от этих вот от этой лебезящей массы, тем вам будет проще и легче. У вас новый этап скоро в отношениях с этим человеком начнется. Более легкий, более простой. Без вас он никто. Вам тяжело, но это ваш крест, ваша ноша, вы ее донесете.
Теперь о тех, у кого постоянные препятствия. Здесь препятствия могут быть в виде времени, обстоятельств и третьих лиц. Однозначно. Потому что здесь у меня, смотрите, да, если здесь пара более-менее адекватная у меня тут, пропорциональная, да, то здесь у меня вторая пара. Вы видите, женщина, вот она высокая, красивая, над ней ангел висит, да, очень сильный ангел, вот мира на нее льет. А мужчина как ребенок. Мужчина, смотрите, какой-то недоразвитый, простите за слово, но вот сами видите, вот соотношение. И над мужчиной, вы видите, такая огромная фигура склонилась просто, как заблочила его. Говорит: не, дружочек, я тебя не отпущу. Так, если это соперница, если это какая-то другая чужая женщина, ну прям тут борьба не на жизнь, а на смерть. Девочки, там ему очень хреново, простите за слово, но прям вот, может быть, он его и употребляет, в голове крутится. Это не мое слово, оно ко мне пришло из потока. Там прям соки, понимаете, как корова вот эта дойная, доет с него, он же бедненький весь иссох. У него, кстати, проблемы по здоровью могут быть очень серьезные, если он дальше будет так доиться постоянно, на этих дойках присутствовать. Там женщина, конечно, матерая. Матерая знает, что ей нужно. Ни в чем себе не отказывает. Я имею в виду способы и средства. Видит, что она его доводит, видит, что она его, как говорится, жизни лишает. Но при этом у нее даже ни один мускул не дергается. Злая она, злая, нехорошая. Здесь, мои девочки, я так скажу, мужчина, он как бы сам себя обманул в какой-то момент. Может быть, там в начале их отношений, да, на что-то повелся, соблазнился, на какие-то прелести, на какие-то обещания. Может быть, она еще чем-то там, знаете, материальным его приманила. Он соблазнился, на нем грех есть, вина на нем есть. Но, понимаете, душу-то не обманешь. Он же-то понимает, что он слабеет, что он теряет. Не приобретает, нет, теряет. Вас он увидел, вас, понимаете, и душа к вам потянулась. Вы спасительница, вы избавительница, вы целительница для него идете. Ваша роль, опять же таки, да, мужчину спасти. Спасти от тех жутких жизненных обстоятельств, либо от тех, ну просто смертельных ошибок, которые он совершил. Я понимаю, что у вас есть своя жизнь, и вам в обяз, вот в данном конкретном случае, в обяз не ставят. Если по первому случаю это ваш обяз, то по второму нет, это ваша воля. Ваша воля, ваши чувства, ваши ощущения. Если вы от этого мужичка отвернетесь, ну, вы свою судьбу найдете, обязательно найдете. Но если вы будете его, скажем так, тянуть, то, девочки, первое, то, что вы с ним, если на нем негатив, вы с ним разделите, это 100%, то придется еще бороться с этим негативом. Ну, и если вы его спасете, да, не бросите, то, девочки, да, вы себе вот как счастье собственными руками выкуете. Вот так вот у вас идет. Это очень непростая ситуация. Здесь вот прям, честно говорю, 50 на 50 отыграется. У некоторых девочек ну, не хватит терпения, и ручки-то опустятся. Имейте на это право. Это очень тяжело мужчину, ну как спасать, да, где-то его ждать там годами, месяцами, на нервах сидеть. Это очень тяжело. Тем более, если вы молодая, красивая женщина. Зачем же вам вот так вот себя, извините меня, ну, эмоционально бичевать? Зачем? Вот. Но если говорите, что любовь, и буду ждать, пока не посидею, ну, дождетесь, вы очень сильная. У вас такой характер сильный, и воля у вас очень сильная. Вас вообще обижать нельзя. Вас, если кто обидит, то тому человеку страшный бумеранг прилетит. Это то, что нельзя отменить. Это наказание, понимаете, как оно даже не от вас идет. Оно за вас идет. И вот это страшно. Ну, кому-то вы идете, как, смотрите, мужику вы идете как спасительница, исцелительница, избавительница. А, например, соперница вы идете как меч. Меч, который ее рассечет на две части. Как кара вы ей идете. Она ведь страшная женщина. Она ведь столько зла натворила. А вы идете ее мором. То есть на вас она наткнется, и от вас она
понесет большие потери, большие неудачи и страшные обстоятельства. Это так и будет. Вот если она вас прям за живое заденет, вы просто подумайте, и на нее это все обернется. Да, вот такой вот человек. Ну, кто-то за собой знает, девочки, кто-то за собой знает, кто-то, кстати, и практикует у меня по этому варианту. Это есть. Это есть. Если мы говорим про обстоятельства жизни и судьбы, когда у вас стоят блоки, ну, мужчина ребенок, мужчина должен поумнеть, мужчина должен повзрослеть, мужчина должен от вас набраться и ума, и разума. Вот сейчас он может быть в проблемах, да? Вы ему подсказываете, вы ему помогаете, вы его наставляете, вы его как поводырь ведете. Он от вас берет, он от вас учится, он, понимаете, умнеет, он взрослеет. Вот, из ребенка превращается в взрослого мужчину. Как только он достигнет хотя бы, ну, более-менее, скажем, вашего уровня, хотя, может быть, и не достигнет, хотя бы вот как приблизиться к вам, сразу эти все блоки, они исчезнут в один момент. Понимаете, вот такая ваша роль. Научить, обучить, подтянуть, ну не натянуть, просто подтянуть, да, к себе. Потому что у вас, конечно, потенциал тут конкретный. У вас и сила, и ум, и мощь, и вообще вы такая вот прям, необычная, очень необычная. Может быть, кстати, вы как преподаватель по жизни, да, то есть у вас как ученики всегда есть. Это, кстати, ваше предназначение – обучать, мудрость накоплена у вас огромная. Девчонки, кто зашел на эту отсыпку, вот знаете, вы очень сильные девочки, вы очень необычные. И чем необычнее человек, тем тяжелее его судьба, тем больше испытаний, тем больше каких-то вот заданий приходит. Но поверьте, вы совсем справитесь, обязательно справитесь. Вот как я вижу, зачем вы пришли на мою отсыпку? Вы пришли убедиться в том, что вы знаете. Понимаете? Вам просто нужно было подтверждение, и вы его получили. Вопрос у кого-то есть, все ли я делаю правильно? Да, моя милая, все ты делаешь правильно. Главное, не останавливайся и главное, не сдавайся. Все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.